Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, вашу помощь и вашу поддержку. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину и посмотрим, что он думает после расставания или ссоры. Да, вот его мысли по поводу расставания и ссоры, и, конечно же, по поводу вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь очень много мыслей, и вот главное на венце. Смотрите, вы большая фигурка, которая смотрит вправо, а он маленькая фигурка, которая смотрит на вас. Да? Вы в противоположную сторону, а он на вас. Мысль такая, что вы к нему больше не вернетесь, что вы его не простите, не вернетесь. Все кончено, да, между вами все кончено. И смотрите, он закидывает удочку, а поймать вас уже не может. Но здесь как патовая ситуация. Вот дурак-дурачок, да, как же я мог, кретин, ты же ее потерял, да, что же я наделал-то такого, да, как я не сдержался, что ж меня такая муха укусила, понесло, да, наговорил с 3 короба, либо что-то совершил, либо наоборот чего-то не сказал. И все, она ушла и больше не вернется. Да, его мысли. Он видит, что перед вами есть другие дороги, другие сердца, другие люди. А у него за спиной пустота. Пустота. Вот так вот. Сейчас я сразу хочу на оракуле уточнить. Но мысль такая, что все, он вас потерял. И смотрите, опять же, по фигуркам. Его фигурка маленькая и острая, а ваша большая, обтекаемая. То есть весь себя винит, и вы очень ценный для него сейчас человек. Знаете, как только осознал вашу ценность для себя в своей жизни. То есть с вашим уходом, с этой ссорой, да, когда вот такое напряжение между вами произошло, вот только сейчас он понял, кто вы были, либо есть в его жизни, какое значение, какой вес имели. И, как говорится, локоть близко, да не укусишь. Да? Кого винить? Сам виноват. Сам виноват. Ну вот вы и вышли. Ну, он боится к вам лично подойти, потому что знает, что вы пошлете. Думает о том, что нужно вам писать. Писать, как говорится, терпеть, хитрить, да, любой ценой, но как-то вас вернуть в свою жизнь. Да, очень хочется ему встречи и появиться, и проявиться, либо чтобы вы вот как-то вышли на контакт. И он такой, знаете, для себя: не, я поступлю по-умному, на глаза попадаться не буду, начну с переписки, буду очень хитреньким, да, буду очень осторожненьким, может, она меня и простит. Да, он такой мужичок, слушайте, непростой. Так, девочки, кто поругался из-за женщины, потому что там и карты показали, и здесь женщина стоит, за ногу его хватает. Но это так, недоразумение, да, либо это женщина, из-за которой вы поругались, для него никто и ничего не значит. Ну вот, как, знаете, ошибка, случайность, бес попутал. Ну да, здесь, как, знаете, какое-то временное помутнение рассудка. И тем более, смотрите, она сама к нему тут приставала, скакала, на него выходила, всячески тут его охмуряла. Да? Ну, очень такая, знаете, хитрая женщина. Хитрая.
Ну нет, нет, девочки, вы для него, его жизненный этот столб, да, только вы. Вот вами он только восхищается, вами живет и дышит. Но по глупости, видите, как поссорились. По глупости разошлись. Так, смотрите, помимо того, что он себя винит, да, что он такой дурачок, потерял такую ценную женщину, он еще и, знаете как, для себя открыл, кто вы такая есть. Ведь он-то думал, что вы обычная женщина, с которыми он, ну, не знаю, привык общаться, либо общался повсеместно. А вы ведь не такая оказались. Вы ведь себе цену знаете. Вы никогда под мужика прогибаться не будете. А вот он этого момента и не учел. Либо, в принципе, не знал, что такое может быть. И он здесь даже вами восхищается, что вы себя настолько цените, что вы настолько вот, ну, гордая птичка, да, которая по любви прилетела к нему в жизнь и которую он по глупости обидел. Так, да. Видите, он как маленькая собачка, кстати, на таксу похож, может, он визуально похож на таксу. Прям готов служить вам, у ваших ног быть, но, видите, вы на него не смотрите. Я так думаю, он вас крепко обидел. Очень крепко обидел. Так. Кто расстался из-за ревности, либо поругался из-за ревности, ну, мужчина, например, приревновал, да, либо какие-то условия начал вам ставить. Девочки, он на самом деле не рассчитывал на то, что произойдет именно так. Он думал, что я сейчас тут права покачаю, что вас он тут как приструнит, да, в карман себе засунет, и вы у него в кармане будете сидеть и делать все, что он вам скажет. А видите, как все обернулось? Нет, нет, нет. Такого с вами делать нельзя, с вами такое не пройдет. Здесь у него шквал мыслей. Знаете, какие мысли? Отчаяние, боль. Тут же он, знаете, вспоминает о том, что вы же добрая, что вы милосердная, что вы вот животных любите, что вы к людям хорошо относитесь, что вы прощать умеете, да, что вот надо как-то изловчиться, надо как-то прощения попросить. Даже с каким-то, вот видите, тут собака рядом с ним, кстати, собака с длинным хвостом. Скорее всего, какой-то друг, может быть, ваш общий друг, либо общий знакомый. Вот он с кем-то говорил о вас. Знаете, как просил быть посредником, да, поучаствовать в вашей ссоре. Да, вернее, не в ссоре, а в примирении. Разговор какой-то был. А эта собака, видите, с его стороны сидит, на вас смотрит. То есть, может быть, этот друг говорит, ну, давай немножко времени пройдет, да, тогда мы что-нибудь попытаемся сделать. Сейчас как по свежим, живым следам идти не стоит. Мало ли, пусть там она остынет, немножечко там подобреет, тогда я к ней подойду. Так что ждите, еще какой-то вот посланец придет, посланец, который будет разговаривать о ваших отношениях с мужчиной, которого вы загадали, либо просить за этого мужчину, что он там, прости его, извини, дай ему шанс. Может быть, даже как организует вам встречу на чьей-то нейтральной территории, да, чтобы он мог подойти к вам и с вами поговорить. Здесь очень много вариантов прорабатывается, очень много вот обсуждается всяких вариантов. Я хочу посмотреть, стоит ли вам давать этому мужчине шанс. Он точно будет у вас просить еще один шанс, и он будет делать попытки. Кстати, не одну попытку вижу, чтобы с вами помириться. Только не могу понять, он будет делать попытки, вы будете ему отказывать, либо он будет пытаться делать попытки, да, бояться и сам, как говорится, уходить никуда. О, ничего себе заход. Девочки, если вы загадали на мужа, с кем вы поссорились, там, не знаю, в паузу вошли, расстались, то он будет бить на семейность, что ну ты что, мы же семья, да, там, должны быть вместе, мы там небом повязаны, там, повенчаны, там, у нас дети есть, да, акстись, что ты делаешь, там, не уходи от меня, там, прости меня.
Если вы в паре в браке. Если вы просто встречались, общались, то здесь мужчина зайдет с козырей. Он сразу вот прям в ноги кинется и будет просить вас стать его женой. Да, скажет, я совью нам гнездышко, и все у нас будет по-другому, по-иному. Мы будем семья. Ну, что так, молодец, молодец, ну что скажешь, похвально. А он умный парень, слушайте, ваш этот загаданный мужчина, горячий, но умный. Да, знает, как с женщинами общаться, либо что женщине нравится. Точи, да. Не, ну он явно вас обидел, причем вы от него такого не ожидали. И, девочки, вы от него закрылись, капитально закрылись. Ничего о нем не хотите не видеть, не слышать. Сложно вам будет его простить. Ни одну смс-ку придется отправить, чтобы вы дали ему шанс. Либо очень много слов нужно будет вам сказать, чтобы вы ему просто позволили быть рядом с вами. Да, дорого этому мужчине обойдется его эта выходка, проступок. Не сразу вы его простите. Может, и правильно. Но для него это прям такой серьезный урок на будущее, да. И в следующий раз он будет прям так фильтровать свои слова. Угу. Вот это, кстати, ссора, она не просто так, она по судьбе, да, чтобы он наконец-таки перестал быть инфантильным ребенком, чтобы он повзрослел и наконец-таки понял, да, понял, оценил вашу ценность. Не, ну тут все идет на любовь. На любовь и с его стороны, и с вашей стороны. Угу. Все он понял, не дурак. А вот как с вами быть? Я вижу, что вы очень сильно обиделись. Коса у вас под ногами. И вообще уже на кого-то другого, да, смотрите или думаете, что лучше с кем-то другим, чем с ним. Трудно вам будет его простить. Трудно. Но, девочки, время покажет. Я вижу, что мужчина будет делать попытки. И не одну попытку, много попыток. И будет добиваться, чтобы вы его простили. Надо будет подключить вашу семью, поверьте, он подключит. Нужно будет, не знаю, мир перевернуть, он перевернет. Но ценная вы для него женщина, очень ценная. Вот только сейчас он это понял. Когда вас потерял, только сейчас и понял. А вам тут такой совет идет, чтобы вы не провоцировали этого мужчину. Да? Ну, чтобы не отправлялись во все тяжкие, чтобы там всяких провокационных фоток не делали. И не обижайте его. То есть не надо ему платить его же монетой. Если он был неправ, ну, пусть это будет на его совести. Не опускайтесь до его уровня. И не надо его там наказывать и мстить ему. Поверьте, он уже сам себя ненавидит и сам себя наказывает за то, что он вас потерял. Все-таки чувства, они и были, они еще и обострились. И он сейчас просто в патовой ситуации. Знаете, когда земля из-под ног уходит, как смысл жизни теряется. Вот он в таком самочувствии. Если вы еще его и добьете каким-нибудь резким словом, то, девчонки, он может даже и, ну, не знаю, в запой уйти, не дай бог, да, либо какую-то безумную штуку сотворить. Зачем вам это нужно? Зачем? Ну, вот такой, знаете, горделивый взгляд, молчанка, да, вот это его хорошо воспитает, это ему мозги, ну, на место поставит, вправит. А вот более не стоит там с кем-то другим мужчиной, ну, прилюдно идти на встречи, на свидание. Опять же, провокации не стоит делать там в соцсетях. Не надо. И подружкам своим запретите, чтобы они что-то о вас такого плана рассказывали, что типа она по тебе не скучает, а у нее же там куча мужиков. Иначе вы можете загубить этого мужчину. Потом самой же будет его жалко. Ничего. Это очень поучительный момент, и мужчина урок свой воспринял, и это возымеет действие. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.